Маршал Душук, здравствуйте. С вами Табарка Хаджимурадова. Я приветствую всех, кто смотрит Новости 7 на канале Грозный. Все, что случилось за неделю, еще много интересного в нашей программе. Итак, смотрите сегодня. Эта служба и опасна, и трудна. Сотрудники правоохранительных органов отметили свой профессиональный день. Боевые товарищи и родственники вспоминали тех, кто до конца своих жизней оставались верны своему долгу и интересы Родины ставили превыше всего. Имя героя увековечено. Теперь Олимпийский проезд будет называться улицей имени Магомеда Нурбагандова, полицейского из Дагестана, который погиб от рук террористов, но до последнего мгновения оставался патриотом. Спасибо вам за принятое решение. У меня нет слов благодарности, чтобы выразить. Неосторожное обращение с газовой колонкой привело к гибели целой семьи. Вытяжки нет, видите? Родители и двое маленьких детей. Кто виноват в их смерти? Что скажет следствие? И как обезопасить себя и близких, какие колонки выбирать и как правильно их использовать. Исторический матч. Впервые сборная России по футболу сыграет на Грозненском стадионе. Мы даже не сомневаемся, что все пройдет идеально. Товарищеская игра со сборной Румынии обещает быть зрелищной. Как готовится чеченская столица к приему и каковы прогнозы экспертов. Болливуд в Чечне. Готовятся съемки индийско-чеченского фильма о детской дружбе. Кастинг на детский фильм «Лучшие друзья» объявляется. Когда начнутся съемки совместного проекта и чем привлек наш регион Индию, рекордсмена по производству художественных фильмов. На неделе Рамзан Кадыров назначил руководителя администрации главы и правительства Чечни. Им стал Султан Тагаев, который ранее занимал должность управляющего отделением Национального банка Чечни. Кадыров выразил уверенность, что Тагаев поднимет работу администрации на новый качественный уровень и пожелал ему успехов. Исходя из ситуации на сегодняшний день, правительство, администрация, качество работы, улучшено бьешь мутах, руководитель администрации подтвердил, дальше, бог сферы деятельности, именно казначейство, банковской системы, дошло до кухни, с первых нет, движется бог республика, экономика, финансовое направление, часть бог не спобить, буду администрация, доходу, основной бабиш, велаше, пина, драхдона, бог на новый уровень, качественный уровень, бокр, уверен на что назначить на ходу администрации, болда, беркете боль. Бог тиешем бойз, yok довериюз, администрация кигал хохватка, глава администрации правительства, шел док дикарду из далмола. عبال تيشم إز بأس بويشة سينيس قاشر بارمع سيديق القوش لحجروس بقدو تعنهم الداشلوس دال مولا سيد لأم سيدي لأم حلقة بحقن سبيش بولخ هربولخ دعور بالآغو نسلر بالآغو ليچني همش دوتشا производственной эпанде هربول بق حجروسا قاشم бош или ло حجروس دال مولا. В тот же день глава представил Султана Тагаева сотрудникам администрации. По словам Рамзана Кадырова, Тагаев грамотный и опытный специалист, который много лет проработал на ответственных должностях в финансовой сфере. И его опыт пригодится в свете развития экономики в регионе. Глава подчеркнул, что на новом руководителе лежит большая ответственность. Нужно подобрать профессиональную команду, которая будет грамотно взаимодействовать с правительством и руководством муниципалитетов. Sune voice dukanju edel balahwale dün da voice da ilseta hujra duesh volcha dün da Ahmed Haji Khil student var masana vozda gillak iman dün da bosh voice var shawoj ho Ahmed Haji balawaitan chwa dikt eakoch بابش حاولنا على هو ده بيوي ركود الادمنستراتيش ده خطي ناحين سبولي ده بيوي نفس اليوش ده خيش نبرالي نشتابش لوش دخوي ده مو ده وين بدي يحلو دوك تيشو.
Затем Рамзан Кадыров показал Султану Тагаеву его рабочий кабинет и пожелал эффективной и плодотворной работы. 10 ноября Чечня отметила День сотрудников внутренних дел. Праздник, который раньше назывался Днем милиции. Вместе с ней его переименовали в 2011 году, но суть даты та же самая. Это праздник тех, кто защищает и охраняет наш покой, порой даже ценой собственных жизней. В этот день власти, сослуживцы и родственники вспоминали своих погибших товарищей, братьев, сыновей. Слово нашему корреспонденту. Поздравить сотрудников с их профессиональным праздником приехали высокие гости. Среди них и глава республики, которого встречают парадным строем и под звуки оркестра. Торжественная часть начинается с гимнов России и Чечни. Министр МВД по Чеченской республике Руслан Алханов, обращаясь к собравшимся с поздравительной речью, отмечает роль Ахмада Хаджи Кадырова в установлении правопорядка на территории нашего региона. В этот праздничный день поздравляю генерал-майора полиции, героя Российской Федерации Рамзана Ахмадовича Кадырова, который уделяет огромное внимание сотрудникам МВД по Чеченской Республике, благодаря которому для нашей полноценной профессиональной работы были созданы все необходимые условия. Без преувеличения хочется подчеркнуть, что ни один глава региона не уделяет столь пристального внимания к органам внутренних дел. Рамзан Кадыров, в свою очередь, отметил высокую миссию, возложенную на сотрудников внутренних дел. По словам главы Чечни, благодаря самоотверженной работе правоохранителей в регионе царят мир и спокойствие. شيق أومن شي داخل وتصدقون بدي يعدش واخر صدق إرساني دستون عمل عشر بخ دكنك وعبلنا وين قرآن سنة شريعة طريقة خلقية حربش الأسبوع دك دون ال خلقية خارجن بيتن هر كنستيتوسيو هو كنستيتوس عيازن مغنش خوش بو شن هلا خلق الريفرندوم يا خلق يا خارجن بيتن خلق ويو هرنيا طون تون بيش بنيا بوال بيجاتو وعبنا نيا يا حضور شو وين خلادات هو نيس حدا آخر بعده اشتغل ويبقى كي مش بلون شو دلون طبعا وي برازيك تولجينا أول شيء يقعد على أول شيء شو دوي نيا نكاتشينا أول شيء مريك شو دوي دون هندعشي وأول شيء يا مرتسقله ويتحرمت على ما أصلا شو على وعد دعوة عمل عجي نقوي خلقه إيش عامل مش بالدون ويقوم نقوي ويبقى سبيل كنتون. Глава региона отметил, основы действующего МВД республики заложил Ахмад Хаджи Кадыров, который всецело осознавал важность правоохранительных структур в борьбе за светлое будущее чеченского народа. Здесь же Кадыров отметил и деструктивную деятельность некоторых правозащитников. Суньох проблем, он нахчичер. Шаш билет ветицина. Правозащитникш. Шаш итак дон хизауи عول هن قيل وال هن صنط يعبوا اللام بو итак шаш قيل واقي ورد دون. يو يقدر وغال قيل ويعقنا بهوشتونه. يو شاش سنخ بوليتيك يشتون. موغش ووتشول تك تير واليش يستون. أرمل تك تسووش بيوس يعقيش يست نحچيچوا. Хотя дона десятки тысяч дон, сотни тысяч преступлений в России дон. От الحال دوش دا نحكي شو دون أحمل خودون أعتقوش праздник عربي شارك يقع دون يشارك يقرتن بوس روزوي بردون يقول على الموج كنت يقن روزو هون يقن سيع بوش دون برازش أربعة دون أتصلج أوضان زي إنتريسوان بوك شايفين كودين الأميال والتجة نحكي شو عدول حال تاهون دل بوش والله بات شوي ديش ويتصديش يبروز يتكبر نحين نحبوش إيش عندي خير ده مو بعدش
Üçle bütün bazı khir selçuş. Ani под кого-то мы боишь. Россия имела газет, журнал, сайт, правозащитник дон. Все они под кого-то. Це специально дон. Чукуш специально дон. Лактос буквально утрен дон. Ага, удакти сам дак дон. Шундер хич оч адал дизвей дон. Бартпош. Закон, порядок, процветание бошта. Вейсанч о сахахил диштач. Мела дикболт ау солдоч бедарвен дона. Водир дач. Достигнуты высокие результаты, но предстоит еще немало работы, отмечает Кадыров. И то, что сегодня Чечня процветает, лишнее подтверждение тому, что руководство и весь чеченский народ на правильном пути, подчеркивает глава республики. بيخشت إلى تندون وصها صبيح بو أنت دار نقشي قام ألترس صل بق دون صل بق تورم صعبات دون. После вызрательных речей отличившиеся сотрудники получили из рук Рамзана Кадырова ордена мужества. Завершилась все концертной программой. С самого утра многолюдно было и у мемориального комплекса «Аллея славы». Руководство МВД вместе с начальником управления Федеральной службы войск Нацгвардии Российской Федерации по Чеченской Республике Шарипом Делимхановым почтило память первого президента Чеченской Республики, героя России Ахмата Хаджи Кадырова и погибших сотрудников органов внутренних дел. После возложения цветов собравшиеся прочитали дуа. Сотрудники чеченской полиции также возложили цветы к мемориалу памяти погибшего в борьбе с международным терроризмом. Профессиональный праздник отметили и сотрудники Цинтароевского гарнизона. Saya واشتاق لسون سدوج لتر ويج يشوش خير دوزل خير ساعد أكاتش ساعد تأخذ دولار غلق دخل أنا داس ودائما تمشجعبو أنا واستبلر أولي فكان سيرتي حوش من دقش أنا واستخوضكم شطيت بلر أولي. В Сунжинском районе решили вспомнить своих героев массовым шествием. Местные жители с активистами молодежных организаций вышли на улицы с плакатами и фотографиями погибших сотрудников местной полиции. В Ачхой-Мартановском районе в преддверии праздника для семей погибших сотрудников организовали концертную программу. Матерям и вдовам подарили цветы, а детям игрушки. Семьям также была оказана материальная помощь. Праздничный концерт подготовили и для семей погибших сотрудников Урус-Мартановского отдела полиции. Подобные встречи в муниципалитете стали доброй традицией. От регионального общественного фонда имени Ахмата Хаджи Кадырова семьям передали продукты питания. Профессиональный праздник отметили и полицейские Грузинского района. Здесь прошла церемония награждения. Добросовестный труд сотрудников отметили почетными грамотами и благодарственными письмами. Мария Керимова, Луиза Инусова, Новости 7. Одна из улиц Грозного отныне будет носить имя героя России Магомеда Нурбагандова, полицейского из Дагестана, который погиб от рук террористов. Власти Чечни решили увековечить его память и переименовали Олимпийский проезд. Глава республики отметил, что этот жест является данью уважения дагестанскому товарищу, офицеру полиции, который до конца исполнил свой воинский долг и сохранил верность присяге и родине. Is je daar het wel, wij maken moesten met schade. Действительно, дона. Немало примеров у нас таких и в республике нашем, и в Дагестане. Наши ребята показали, настолько они верны не только присяге, настолько они служат вере и правде. И мы до конца исполнили свой долг. Почему? Потому что мы искоренили это зло из нашей земли, и мы дальше продолжаем и будем делать все для того, чтобы терроризм, экстремизм, мы их называем шайтанами, этих шайтанов не было на нашей земле, на нашей территории Российской Федерации.
Напомню, за мужество, проявленное в ситуации, когда его жизнь висела на волоске, и за призыв к сотрудникам продолжать работать вопреки угрозам террористов, президент России присвоил Магомеду Нурбагандову звание Героя России. Его последние слова «Работайте, братья» стали для товарищей по службе девизом. Министр внутренних дел Дагестана поблагодарил руководство Чечни за дань уважения к их земляку. Только сильные, мужественные, героические люди могут отдавать дань памяти другим людям, которые совершили подвиг. И здесь, вот, в Чеченской Республике, и в данном мероприятии это наглядно видно. На самом деле подвиг Магомеда Нурбагандова — это было какие-то мгновения, но в этих мгновениях, наверное, целая жизнь народа, те гены, которые ему передались от родителей, и поэтому он не мог, наверное, поступить по-другому. Я хотел бы сердечно поблагодарить главу республики, наших братьев чеченских за то решение, которое было принято об увековечении памяти Магомеда Нурбагандова. Мир большой, противоречивый. Вот мы с вами, чеченцы, дагестанцы, живем вместе, у нас общая судьба. Я хотел бы, вот, пользуясь случаем, пожелать нашему братскому народу мира, благополучия, процветания, во благо и, как говорится, на радость нашим друзьям и на зависть нашим врагам. Спасибо вам за принятое решение. У меня нет слов благодарности, чтобы выразить. Спасибо вам большое. Отмечу, что бывший Олимпийский проезд полностью реконструирован, отремонтированы дороги общей протяженностью около 5 километров, оборудованы парковочные места, благоустроены дворы и построены детские площадки. Целая семья погибла в Грозном в результате отравления угарным газом. Родители и 2 малолетних детей нашли в собственном доме без признаков жизни. По предварительным данным, причиной стала колонка, установленная кустарным методом в ванной комнате. В связи с этим прокуратура возбудила уголовное дело, ведется следствие. К сожалению, подобных случаев халатного отношения много, говорят представители газовых служб. Люди не понимают всей опасности, пока не бывает слишком поздно. Слово Магомеду Салтымурадову. О собственной крыше над головой Бачиевы мечтали давно и вряд ли думали, что все так трагически закончится. Глава семейства хотел завершить строительство дома как можно скорее. Порой работал допоздна, поэтому в эту роковую ночь, судя по всему, спал крепким сном. Но в самый последний момент все же проснулся. Дошел до ванной, но потерял сознание, так и не успев выключить газовую колонку, которая, по предварительной версии следствия, и стала причиной гибели целой семьи. Супругов Бачиевых и 2 маленьких детей, которые не успели даже в школу пойти. Он не дотянулся до этой колонки, ударился об этот угол ванны. Здесь было кровище. Вот здесь тоже лицо у него все было обезображено кровью. По всей вероятности, видать, дети включили воду, и от этого включается колонка. Газовая колонка была установлена неправильно, без соблюдения элементарной техники безопасности. Не было даже вытяжки, а форточку, через которую осуществлялась хоть какая-то вентиляция, накануне семья закрыла пленкой. В случае утечки у Бачиевых не было ни единого шанса остаться в живых. О нарушениях при установке и эксплуатации колонки газовая служба знала и еще весной приняла соответствующие меры. Просьба к населению Чеченской Республики не заниматься самовольным подключением, а также не заниматься самовольной установкой газового оборудования. Данный абонент был отключен от газоснабжения, был уведомлен об отключении 17 марта и отключен от газоснабжения 22 апреля 2016 года. По факту гибели 4 человек в отношении поставщика газа возбуждено уголовное дело, ведется следствие. В заводском межрайонном следственном отделе города Грозного возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 238, то есть по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших за собой смерть 4 лиц. В настоящее время проводятся все следственные действия, необходимые для установления обстоятельств, подлежащих доказыванию. При остановке подачи газа из-за нарушений почти в половине случаев потребители самопроизвольно вновь подключаются, говорят в газовой службе. Поэтому постоянно приходится проводить профилактические рейды с целью проверки, нет ли повторных нарушений. В ванной комнате колонку везде мы говорим, должна быть форточка, должен быть прорез под дверью. На время работы газового оборудования обмен воздуха должен быть 3-кратный, обмен воздуха должен быть, воздух должен поступать. А война куда?
форточка даол на время работы вот этой газовой колонки. Подключение к подаче газа – это огромная бумажная работа, которая, как уверяют поставщики голубого топлива, направлена на то, чтобы обезопасить потребителя от возможных происшествий. Поэтому все технические работы при установке и эксплуатации оборудования должны проводить исключительно специалисты газовой службы. Вся процедура для законной газификации она должна пройти в получении технических условий, проектно-сметной документации, строительно-монтажной работы с получением исполнительной технической документации, заключение договора на ВДГО, заключение договора на поставку газа и непосредственно пуск газа в систему газопотребления. Это делается для того, чтобы обезопасить каждого потребителя. Мы все знаем, как может он нести тепло в дом, да, также он может быть и коварен, и опасен. Самопроизвольное подключение к газу, как правило, потребители осуществляют кустарным образом, используя некачественные материалы, говорит Зильмхан Альбеков, директор одного из филиалов Чеченгаза. Мало того, что это незаконно, да еще и смертельно опасно. Трагедия неминуема, вопрос лишь во времени. разрыв холки тана капитада и газ бьёк лец и отсюда ала яне бух чулчуя кано кошланго сединене ара мадар аja минан яухар хонда бу ана капитада на чуатен подвалне помещение чуа или чуата на капитада светло течет что-то на эмета хлопок то один тину распосернисло. В Чечне почти 280 тысяч абонентов. При проверке постоянно выявляются нарушения как при установке, так и при эксплуатации газового оборудования. В ряде случаев с потребителем невозможно найти общий язык, хотя речь идет прежде всего о его же безопасности. И договор, из него вытекает второй договор. Здесь газ что ездил, дальше пеш и договор В результате отравления угарным газом, согласно официальной статистике, в стране ежегодно умирает порядка 2500 человек. Одна из главных причин в таких случаях – это газовая колонка. Зачастую вот здесь происходит утечка, когда этот шланг одевают и не докручивают. Остается так называемый люфт между шлангом и входом вот сюда в колонку. Да? То есть в этом люфте может собираться как бы газ, но опять-таки утечка происходит. Мало кто знает, но согласно требованиям безопасности газовую колонку нельзя устанавливать в многоквартирных домах. Вентиляционная система не рассчитана для этого. В частных домах, где созданы соответствующие условия, можно. Но опять же, этим должны заниматься специалисты. Ни о какой самодеятельности, какими бы золотыми не были руки у хозяина дома, не может идти и речи. Когда человек, несмотря на это, устанавливает и надеется там на что-то другое, скажем так, отсюда происходит несчастный случай. Фактически так. То есть для газовой колонки необходима обязательно вентиляция, вытяжка. Это в первую очередь. Если вентиляции, вытяжки нет, значит техническая характеристика у колонки. Колонка должна быть турбированная, то есть колонка должна осуществлять функцию искусственной вытяжки. Только в этом году из-за неправильной эксплуатации и установки в Чечне запломбированы порядка 930 газовых колонок. То есть предотвращены 930 потенциальных случаев, которые в любой момент могли стать причиной трагедии. Участковую службу хозгода осталось тонтера подключения хельчи, его нарушения выявить. Даже если все исправно работает и нет причин для беспокойств, хотя бы раз в год необходимо вызывать сотрудников газовой службы для проверки оборудования. Это жизненно важно, ведь все когда-либо ломается. شينا опасность خيروتيه لازريو خيروتيه لازيروتيه شين حاجه شي تشورنر شين تعيا إذا صديقر. Помимо всего прочего, необходимо также соблюдать несколько простых, но очень важных правил. Перед тем, как включить газовую колонку, обязательно нужно поднести спичку к отверстию колонки. Пламя должно втягиваться вовнутрь. Это говорит о том, что вытяжка исправна. Второе, но не менее важное условие. В комнату обязательно должен поступать воздух. Лучше всего, если под дверью оставить небольшой зазор.
При входе в жилой дом или в квартиру при обнаружении запаха газа ни в коем случае не рекомендуется включать или выключать электроприборы, потому что это приведет к короткому замыканию, последствию взрыва и летальному исходу. При обнаружении газа обязательно надо проверить в первую очередь закрыть подачу газа, второе – это проверить помещение. Если проверить помещение не получается, обязательно надо покинуть помещение, оповестить об этом соседей и вызвать газовую службу с помощью мобильного телефона по номеру 104. Газовым колонкам, естественно, есть альтернатива – электронагреватели. Правда, стоят они дороже, но лучше переплатить, чем рисковать. Тем более, когда речь идет о здоровье и безопасности семьи. Магомед Салтмурадов, Руслан Яхьяев и Магомед Шатаев. Новости 7. На неделе в Чечне состоялось открытие моста, который имеет стратегическое значение. Он связывает всю равнинную территорию с горной частью республики. Это мост через реку Аргун на автодороге Грозный-Шатой и Тумкали-Ведучи. Он построен за рекордно короткие сроки. Работы начались в феврале прошлого года и завершились на год раньше намеченного срока. Мост назван в честь потомка курайшитов Саид-Хусайна Салихова. Длина переправы 159 метров, ширина 16 метров. На торжественной церемонии открытия глава республики поблагодарил всех, кто принял участие в строительстве моста. Туристический маршрут, санаториеш, курорт, Ламан Чухвайдон, Шадриги Болтон, Суделдона, приоритетные направления горной районной части территории Хальчидона, Хартайдон, Дадвулина Дона, Хадалам, Ташу Дальчул, Абидал, Диш, Дадрадона, Хавен Иши, Хашем, Ялла Нахан, Удоб создавать Иш, وخلق تردونه وحلقة داخنا وبكراس وبركال ديريس على ويدونه هردنيش أتصل دونه прочный шюри дона интвей возможно шячня дона вы видите халбиш помня дона хар дона вы ламанс дукку дона бахмаш вы ламнаш дона дукку дона вы дона изучать дез дуаладез дона дахни дош метигю вы дона вы ламанс дона дукку бахам бош метигю ламнаш дона вы ламнаш düz дудас дона сюда то зим ахкиг мабатан дона сбол дона сада гадоч дона إما بيركض خردوش ويمخدون سندلا ويمسد ثاني ويبرتخل عن دويل ويمودي شو ده مقعدون ويبرت عديه خردو تقدر يقبل إز يلزم وش يقبل على مقعدون وي دير جاش ناسي دونه يلزم دار ستوس قيدون ده دي عبير كتير ده مصوّش على دويل ده دونه حق أحياك شنا هو النادي يلزم دون ده دي كان بيخم بوهم ده رتو بمسيره. А затем, разрезав красную ленту, собравшиеся прошлись по новому мосту, а жители близлежащих сел, которые до сих пор испытывали трудности из-за отсутствия переправы, все наперебой благодарили главу региона за такое богоугодное дело. разгрузить мелдин долг, чундитель, шот барамбач, торцу маэлер, корей он хилацаш. قويت إزر غلق ودين قدال إحي بيختي القو. ليسين حاوس دغان تخوش أو خز تيدو ودوبنا يتيدو مس سؤاغور هند سوق تشكا يشتحال نيق يعتلي يشتكش ليلر دكتور. В республике реализуется программа капитального ремонта многоквартирных домов. Ремонтируется фасад зданий, кровля, подвалы, системы вода, тепло, газо и электроснабжения. В одном только Грозном в программу включено около 1500 домов. До конца этого года в республике планируют полностью отремонтировать 46 многоэтажек. Сама программа рассчитана на 30 лет, рассказывает Марьям Керимова. В результате замены всех этих металлических труб на полипропиленовые трубы, которые долговечные, будут стоять до 50 лет и не будут проблем никаких. Произошло просыхание, просушка этого подвала. До этого картина была совсем иная. Проржавевшие трубы протекали, затапливая тем самым весь подвал. Сырость, плесень и неприятный запах буквально заполонили дом. Для их устранения инженерные сети меняют и в квартирах жильцов. В семье Беслутановых 3 детей. И, по словам мамы, стоило ступить за порог, как главная проблема сразу же давала о себе знать. Затопленный, полный подвал. Чуа болото алми гордош. Обюх, подвал. Чурикш адехалар, чуа чурикш латар. Подъезд чурки аюахтин халар вообще так вар хадяли шатер сразу не аюаршат чуркш чуюдер. А и подвал штанин чулде ха хенц уже чуркш цахул.
В рамках программы Фонд капитального ремонта намерен устранить все проблемы многоквартирных домов, начиная с подвальных помещений, заканчивая крышей, которую также укладывают специальным покрытием. Сложнее всего бывает с постройками советских времен, рассказывает Билал Гадаев. Их в городе гораздо больше. Последний раз ремонтные работы здесь проводились в 2007 году по федеральной целевой программе. Старые облупленные фасады, их надо ремонтировать. Водосточные системы ремонтируют. На сегодняшний день провели замену труб холодного водоснабжения, труб отопления. И на сегодняшний день эта проблема снята. Люди очень довольны. В одних домах работы только начали, а в других завершают, опережая намеченные сроки. Свежевыкрашенные фасады, новые козырьки, замененные коммуникации. Дом меняется на глазах. Жильцы с интересом наблюдают за происходящим. Только лишь в городе Грозном в программу капремонта включены 1497 многоквартирных домов. Это постройки, износ которых не превышает 70%. Проведение капитального ремонта производится в соответствии очередности в региональной программе и с критериями отбора. Первый критерий – это год постройки, второй критерий – это дата последнего проведения капитального ремонта и поступление средств собственников помещения. С 2014 года владельцы квартир при помощи взносов сами формируют фонд, за счет которого впоследствии проводится ремонт. Время определяют как путем обследования дома, так и на основании документов о дате ввода объекта в эксплуатацию. До конца года в республике планируют отремонтировать 46 многоквартирных домов. Дома уже разбиты по периодам, указан конкретно год, в котором дом будет отремонтирован. Каждый житель может зайти на официальный сайт министерства, увидеть эту программу, посмотреть, в каком году будет отремонтирован его дом, в какой трехлетке. И на протяжении, как я сказала, всей программы он будет несколько раз подвержен капитальному ремонту. Программа рассчитана на 30 лет. В течение этого времени в случае необходимости работы могут провести повторно. Если ремонт домов производится за счет взносов жильцов, то с благоустройством территории последние надеются на местных властей. Детские площадки зартхон. И бирка лаузлақан и лаузметтигат, бережь надал меттигат и аштанисич мертха и данцанисич. Оцагор кюрен улцагил оцат и улцагил. И цава простер. В мэрии же, в свою очередь, поясняют, в этом году по плану благоустройства внутридворовых территорий проделана огромная работа. С учетом того, что в городе свыше 1300 многоквартирных домов, большая часть ее впереди. Ежегодно мы планируем до 100 дворов ежегодно осваивать. Это зависит в первую очередь, конечно, от финансирования, от объема финансирования, который мы можем получить. И таким образом мы планируем в ближайшие несколько лет основные дворы, которые есть в центральной части города, полностью благоустроить, затем перейти к окраинным частям и по каждому району по отдельности будем благоустраивать остальные районы, прилегающие окраинные части города. Строительство детских, спортивных площадок, обрезка деревьев и посадка новых, асфальтирование территории – все это делается в рамках благоустройства дворов. Согласно плану, работу планируют завершить в течение 10 лет. Мариам Керимова, Магомед Сулейманов, Магомед Шатаев. А теперь коротко о других заметных событиях недели. Глава Чечни встретился с генеральным директором Почты России Дмитрием Страшновым. Обсудили вопросы развития почтовой связи в регионе. Гость отметил, что чеченский филиал в этом году впервые стал безубыточным и добавил, что Чеченская республика является одним из лидирующих регионов на Кавказе по динамике развития почтовой связи. Также Страшнов рассказал о планах открытия клиентских центров Почта-банка в 8 отделениях региона. Обсудили и перспективы развития посылочного бизнеса и открытие центра выдачи и приема посылок. А 15 декабря по всей стране будет запущена упрощенная схема экспорта. Глава республики вместе с богословами и другими соратниками посетил родовое кладбище в Цинтарое. Шаид Габазаев, который учился вместе с Ахматом Хаджикадыровым в Бухаре, рассказал, как первый президент стремился к познанию религии. Здесь же собравшиеся прочитали дуа, прося Всевышнего о милости для всей мусульманской уммы. Затем совершили молитву в мечети имени Абдулхамида Кадырова. И затем в доме Аймани Кадыровой прочитали Мовлид, восхваляя Всевышнего и его посланника. Да благословит его Аллах и приветствует.
Глава республики поздравил бойцов СОБРа с Днем отрядов специального назначения, посетил учебно-тренировочный центр на окраине Центороя. Гостям показали специальную технику, оружие и средства связи. А начальник центра рассказал об условиях несения службы. Они, по словам главы региона, отличаются от тех, что были раньше. Рамзан Кадыров поблагодарил бойцов за их службу и пожелал успехов. И смотрите далее в нашей программе. Исторический матч. Впервые сборная России по футболу сыграет на Грозненском стадионе. Мы даже не сомневаемся, что все пройдет идеально. Товарищеская игра со сборной Румынии обещает быть зрелищной. Как готовится чеченская столица к приему и каковы прогнозы экспертов. Болливуд в Чечне. Готовятся съемки индийско-чеченского фильма о детской дружбе. Кастинг на детский фильм «Лучшие друзья» объявляется. Когда начнутся съемки совместного проекта и чем привлек наш регион Индию, рекордсмена по производству художественных фильмов. Историческое событие ожидает Грозный во вторник, 15 ноября. Впервые сборная России по футболу будет играть на чеченском стадионе. Ахмат-Арена примет товарищеский матч России против Румынии. Первоначально планировалось провести игру в Казани, но из-за погодных условий решили перевести матч на юг страны. Между Махачкалой и Грозным выбрали чеченскую столицу. Билеты уже раскуплены. Ожидается, что стадион вместимостью более 30 тысяч человек будет забит, как говорится, до отказа. Итак, слово Магомеду Салтамурадову. История противостояния национальных сборных России и Румынии длится довольно давно. С начала 90-х соперники встречались 3 раза, но так и не сумели выявить, кто же сильнее. В активе команд по одной победе и одна ничья. Чем все закончится в этот раз, сказать достаточно сложно. Много чего поменялось с последнего рандеву оппонентов. Кусов подключается, однако Гусев выбирает другое продолжение для атаки. И как же здорово он это делает, заставив сплясать на радостях Валерия Газаева. Сборная России определенно переживает не самые лучшие времена. После неудачного выступления на чемпионате Европы и петиции с требованием распустить национальную команду, которую подписали почти 1 миллион россиян, произошли большие изменения как в структуре, так и в руководстве сборной. Почти полностью обновлен состав, что просто не может не сказаться на игре футболистов. Это подтвердило недавнее обидное поражение в матче против сборной Катара. Подача и гол, это логично. Сборная Румынии тоже особо пока нечем похвастаться. Хотя разрыв в рейтинге ФИФА между национальными сборными большой, если не сказать огромный. Россия опустилась сразу на 15 позиций, заняв 53 место. А румыны чувствуют себя вполне комфортно на 34-й строчке. Однако делать какие-то скоропостижные выводы не стоит. Недавнее разгромное поражение в игре против Польши показало, что трехцветный находится в не в лучшей форме. Несмотря на товарищеский статус, все понимают, что матч предстоит непростой. Поэтому 15 ноября на Ахмат-Арене однозначно будет жарко. Ожидается аншлаг. Билеты болельщики раскупили еще за несколько дней до самого матча. Это событие действительно знаковое для всего Северного Кавказа. Здесь это даст очередной стимул для развития футбола. И для того, чтобы это действительно стало народным, ярким, запоминающимся событием, надо еще и чтобы болельщик, я думаю, что болельщик и поедет, это из соседних регионов, и тем более учитывая тот факт, что целых 5 игроков, представителей Северного Кавказа, будут играть за сборную России. Буду болеть, буду рвать глотку. Уверен, что матч пройдет на высочайшем уровне, и на Северном Кавказе сборная России не уступит своим соперникам. Мы обязательно поедем со своими друзьями, поддержим, посмотрим красивый футбол. Для нас, для всего Северо-Кавказского региона это будет большой праздник, потому что многие люди поедут из близлежащих республик. На Северном Кавказе сборная России никогда не выступала, да и в стране играла лишь в 7 городах. В Москве, Казани, Санкт-Петербурге, Туле, Воронеже, Краснодаре и Ростове-на-Дону. Грозный 8-й по счету. Это, как считает глава республики, большое достижение для региона. Подготовка к предстоящему матчу национальных сборных началась практически сразу, как только была объявлена эта встреча. Вопросы безопасности и приема гостей регулярно обсуждаются на заседании оргкомитета по организации и проведению матча. Поэтому к подготовке подошли очень серьезно. К счастью, футбольные матчи предполагают достаточно стандартную процедуру подготовки в плане спортивной части. Со стороны Румынии я надеюсь, что
Грозав выйдет на поле и не будет присутствовать в качестве зрителя, а все-таки внесет вклад в игру, в интересную. Событие действительно знаковое как для региона, так и для округа в целом. В Грозный уже слетаются многочисленные гости со всей страны. Ожидается также огромное количество представителей СМИ, что будут освещать футбольный матч. Порядка 100 пишущих журналистов из Москвы и регионов страны приедут для освещения матча Россия-Румыния. Также из практики игр сборной России в регионах мы знаем, что до 20-25 фотокорреспондентов приезжает, мы их ждем. Естественно, будут аккредитованы местные журналисты, которые пишут про футбол и, в частности, про спорт в целом. Ожидаем, что приедет несколько творческих групп из Румынии. Представители общественного движения «Россия любит футбол» были приятно удивлены, узнав, что игра миллионов в Чечне самая популярная. Наша задача, чтобы как можно больше людей, россиян, полюбило футбол, интересовалась футболом, играла в футбол, то есть занималась им. Грозный любит футбол, Чечня любит футбол. И я думаю, что этот матч и вот заполняемость трибун, да, наверняка весь стадион будет забит, я в этом уверен. Будет поддержка, и наши должны победить. Готовность Ахмат-арены к предстоящему матчу на неделе проверили представители Российского футбольного союза. Учитывались все детали, вплоть до размещения рекламы на стадионе. Изучив все интересующие вопросы и нюансы, футбольные ревизоры остались довольны. Я не первый раз в Грозном, да, мы здесь проводили финал Кубка России. И что в прошлый раз мы остались довольны, что сейчас и то отношение, которое мы встречаем от представителей принимающей стороны, будь то это стадион Ахмат-арена, либо футбольный клуб Терек, либо это администрация главы Чеченской Республики, мы встречаем максимальное взаимодействие. Любая наша просьба исполняется на самом высоком уровне. В товарищеском матче сборные России и Румынии будут играть новым официальным мячом Кубка Конфедерации 2017 года со звучным названием «Красава». Узор ярко-красного цвета по задумке дизайнеров должен ассоциироваться с Россией. Это событие останется у многих болельщиков на долгое время. Для жителей Северного Кавказа это будет интересно. Поехать туда, посмотреть, поболеть за сборную России. Интересно посмотреть на то, как играет по-новому сборная Россия. Не по телевизору, а именно вот вживую увидеть. Планируем поехать. Нельзя этот шанс упускать. Поедем организованно. И всех болельщиков северокавказских республики я тоже призываю к этому. Сам факт того, что Грозный примет две национальные сборные, говорит о многом. Естественно, это отразится на имидже республики и, вероятнее всего, повысит шансы региона принять у себя хотя бы один матч в финальной стадии чемпионата мира 2018 года, который пройдет в России. Магомед Салтамурадов, Луиза Инусова, Новости 7. Сборная России по футболу уже прибыла в Грозный. В аэропорту национальную команду страны встретили представители Министерства спорта республики во главе с Хасмагомедом Хизриевым. Участников предстоящего товарищеского матча Россия-Румыния в аэропорту ждали и многочисленные журналисты. Коллектив, по словам главного тренера Станислава Черчесова, в боевом настрое и нацелен на победу. Мы знаем, что стадион будет полный. В принципе, мы в этом не сомневались. А что ждать от игры? Хорошей самоотдачи для начала. А все остальное мы завтра еще на теории обсудим. Для нас каждый матч важен, поэтому надо выкладываться по максимуму. Надо выигрывать. Другое дело, что надо и качество игры показывать. Ахмат-арена славится тем, что умеют болеть за своих. Мы это знаем. Готовится Грозный и к другому яркому событию. 20 ноября во Дворце спорта «Колизей» состоится турнир «Гран-при Ахмат». В 16 из 17 заявленных боев в октагон выйдут представители бойцовского клуба «Ахмат». Одним из главных поединков вечера станет бой между американцем Рико Родригесом и голландцем Гилбертом Айвила. Оба именитые бойцы – обладатели чемпионских титулов. Однако главное представление вечера покажут спортсмены клуба «Ахмат» Беслан Ушуков и Абубакар Вагаев. О том, как готовятся ребята, Хамзат Аюбов. Это сейчас он ветеран ММА, а в молодости его больше узнавали даже не по имени, а по прозвищу «Нокаутирующие колени». Гилберт Айвил – один из лучших финишеров во всей истории смешанных боев. Ни один из выигранных им профессиональных боев еще не доходил до решения судей. Либо сабмишн, либо чаще всего нокаут.
Помимо удивительной нокаутирующей мощи, Гилберт Айвил всегда выделялся неспокойным и скандальным характером. Трижды за свою карьеру был дисквалифицирован и один раз даже атаковал судью. 36-летний ветеран выступит в Грозном против экс-чемпиона UFC Рика Родригеса. My grappling style is something of the old school meets the new school. Американец Рико Родригес завоевал вакантный титул чемпиона UFC в тяжелом весе в 2002 году. Несмотря на свое прозвище «Мягкий», 5 своих победных боев в UFC Рико завершил досрочно, из них 4 нокаутом. Противостояние Рико Родригеса и Гилберта Айвила станет одним из основных событий вечера, но все же главный бой между Бесланом Ушуковым и Абубакаром Вагаевым. Два бойца клуба Ахмата спорят последний пояс чемпиона WFCA в категории до 77 килограммов. Спортсмены сейчас активно готовятся к важному поединку. Все ребята очень хорошо себя чувствуют, а самое главное, к этому турниру мы подошли без травм. Соперники имеют шанс 50 на 50. Таких боях тем более невозможно дать прогнозы в чью-то пользу. 9 из своих победных 11 боев он завершил досрочно, 8 с сабмишном. Чистый портовик, как говорят сами бойцы, Антон Радман из Хорватии не совсем важно выступает в последних встречах. Однако в партере представляет большую опасность для любого оппонента. Его соперники из Чечни Черси Дудаев планируют противостоять хорвату в стойке. Но все же перед встречей с таким бойцом необходимо отработать и партер. Под него именно основной бой, стойки богат, чувствуется в партере. Взяться до плана, физически, морально, В рамках Грозной битвы 31 в Грозненском Колизее пройдут 7 предварительных и 8 основных боев. Соперничать с чеченскими спортсменами будут представители Болгарии, Бразилии, Грузии, Хорватии, Франции, Украины, Белоруссии, Азербайджана и России. Готовится к поединку и боец Ахмата Михаил Малютин. Заявленный соперник Паата Рабакидзе. Однако сам Малютин рассказал, что выход грузина против него пока еще остается под вопросом. У нас загвоздка с весом. Я не знаю, сгонит ли он на 61, потому что он всегда дрался в 70, 66. А это новая для него категория, да. И он вроде бы согласился, но дело дошло до того, что он написал лично мне и говорит, давай драться в другой категории. Ну, я ему говорю, есть установленная категория, я в ней заявлен. Если ты хочешь, ну, без проблем. Если ты не хочешь, иди, там есть с кем драться в другой категории. Международный турнир WFCA «Грозная битва 31» пройдет в следующее воскресенье. 20 ноября в Колизее пройдут в общей сложности 17 захватывающих поединков, 2 из которых супербоя. Хамзат Аюбов, Муслим Типаев, Ислам Расуев. Новости 7. Российский боец Хабиб Нурмагомедов одержал уверенную победу над американцем Майклом Джонсоном на турнире UFC 205. Поединок закончился в 3-м раунде, когда Нурмагомедов провел болевой прием на руку и досрочно выиграл встречу, продолжив беспроигрышную серию. В его активе теперь уже 24 победы. Нурмагомедова поздравил глава Чечни. Рамзан Кадыров пожелал дальнейших успехов российскому бойцу, отметив, что «Орел Кавказа» в очередной раз доказал, что он не просто гениальный спортсмен, но и патриот своей страны. Напомню, что после победы над американцем Нурмагомедов бросил вызов ирландцу Конору Макгрегору, выразив готовность к титульному бою, который руководство UFC не дает ему из-за предвзятого отношения к российским бойцам. Вызов «Орла Кавказа» Макгрегор пока еще не принял, но, скорее всего, вынужден будет сделать это. Чем история закончится, станет известно в ближайшее время. И снова кинхи на повестке. Нашумевший житель села Рамазан Джалалдинов снова тайно от семьи односельчан ушел из дома, и снова вокруг этой истории искусственно раздули панику так называемые правозащитники. Они опять называют его жертвой, хотя непонятно, жертвой чего и кого он является. Ему в Кинхи строят новый дом, ему нашли работу. И это все делает власть, которую те самые псевдоправозащитники пытаются очернить с помощью этого человека. Между тем, его семья в отчаянии и просит отца вернуться домой, рассказывает Хадиш Гугуева. Публикация о жителе Кинхи, в которой сообщалось, что Рамазан Джалалдинов жив и здоров, появилась в эти дни в интернете. Согласно содержанию, мужчине и его супруге угрожали. У родных отобрали паспорта, выкинули телефоны в пропасть, пригрозив, что их постигнет такая же участь и что все село взято под осаду. Текст очень схож с тем, что писали о нем еще в апреле. На самом деле село никто не оцеплял, а сельчане живут очень даже спокойно в обновленном Кинхи. Жители собрались во Дворце культуры, чтобы обсудить поведение Джалалдинова, которое, по их словам, не дает им покоя. Жители села Кинхи и все жители района подтвердят, что его никто не притеснял. Ему, наоборот, помогали. Объявленные
годом района очень большое внимание наш глава республики уделял селу Кинхи. نيس هم نيس على مديزة يحدو قواعد شام السوسكن نتولك عدين شام السرنا دوحون تعدوحون والله بالله تعالى أقيرتر دوا قميزك كوردينك ناخو حلاقتنا أقيرتر دوا قميزة إلى تخوزر حلاقتنا دوا قميزة وتسامينيني. Жители возмущены поведением односельчанина. Нет повода для недовольств. Горный район в числе самых развивающихся, несмотря на свою отдаленность, подчеркивают они. Земляки Рамазана Джалалдинова не могут понять его противоречивого поведения. Жители говорят, что за всю историю села Кинхи здесь не было столько позитивных изменений. И уже пора бы сельчанам быть в центре внимания благодаря своим успехам, а не жалобам. Нам стыдно. Очень стыдно. Даже в глаза смотреть стыдно людям. Обращались хорошо. Мы сами в шоковом состоянии. Непонятно, почему, с чего, с какой стати все это происходит. Почему встал и ушел человек. Все спокойно. Обновление района пошло, село, садики построили, дороги построили. Не было ничего, чтобы такого, чтобы недовольство у кого-то было. Его никто не притеснял. Даже семья не знает, почему он ушел, зачем ушел, куда ушел. Назират Набиева показывает паспорта, которые, по словам якобы ее супруга, были у них отобраны. Женщина подчеркивает, что история про паспорта чистой воды вымысел, и сказанное в публикации не соответствует действительности. Мы никто не угрожаем, вот мой паспорт тоже с собой есть, вот это. Никакой угрозы нет. Тем временем сын Джалалдинова, Магомед, отправился на поиски отца. По словам матери, в юноше еще живет надежда, что родитель опомнится и вернется обратно в семью. Сын тоже искать отца поехал вчера. Ничего нового нет, говорит, он искает, говорит. Пока ничего подробно, ничего нет, все нормально, ищет он тоже. Родные Джалалдинова в очередной раз просят главу семьи вернуться домой. Говорят, что им уже надоели постоянные скандалы вокруг его имени. И уже даже стыдно показываться на глаза односельчанам. Хадижат Гугуева, Рамзан Керимов и Луиза Юнусова. Новости 7. Чеченские и индийские кинематографы решили объединиться и снять совместный фильм. Картину о том, что значит интернациональная детская дружба. Съемки приключенческой киноленты будут проходить и в Индии, и в Чечне. Работа актеров тоже совместная. В республике уже состоялся кастинг. Как он прошел и когда начнутся съемки «Лучших друзей», расскажет Марьям Керимова. Любовь, переживания, песни, танцы – это то, с чем всегда ассоциировалось индийское кино, но не в этот раз. Художественно-приключенческий фильм «Лучшие друзья» будет снят для детской аудитории. Кастинг, проводимый в Чечне, собрал начинающих актеров. В основном это выпускники киношколы «Шаг». Мир очень мало снимает детское кино. И мировые кинопрокатчики и российские требуют детское кино. Они хотят детское кино, но его нету. В основном комедии, блокбастеры, фантастические проекты, да, рассчитанные на большую массу людей для того, чтобы собирать свои бюджеты. Но детское кино, оно как-то ушло в сторонку. И вот мы сейчас хотим эту брешь заполнить. Многие участницы проекта уже вошли в роль. Сменили привычную одежду на пестрое сари с яркими украшениями. Рита, на индийском Амрита, благодаря фильмам свободно общается на хинди и даже исполнила нам свою любимую песню. В фильме одну из ролей сыграет народная актриса России Елена Яковлева. Привлечены известные звезды Болливуда, в числе которых победитель индийского проекта «Голос» и главный герой оскароносного фильма «Жизнь Пи». Приехав первый раз в Чечню, продюсеры Болливуда делятся впечатлениями о национальной кухне, знакомстве с людьми и надеются, что ответный визит у чеченской стороны вызовет не меньше эмоций. Я надеюсь, и я очень рад, что все мы поедем в Бомбей и будем снимать наш совместный фильм. И я надеюсь, что наши приедут сюда, посмотрят на наш замечательный Грозный, и вы тоже поедете с нами посмотреть на наш фильм. В киноленте о дружбе детей разных национальностей три главных героя. Они пускаются в увлекательное путешествие в поисках магического камня, исполняющего желания. Сейчас исполняю роль индуса со своими друзьями, и вот он играет русского,
а он играет чеченца. Очень нравится сниматься, интересно. Главное не волноваться. Пока проходят тестовые пробы, съемки фильма начнутся весной этого года. Большую часть картины планируют снять в Индии. Инициаторы проекта уверены, кино объединит не только детей разных национальностей, но и две страны с их богатейшей культурой. За 25 лет не было ни одного совместного проекта России и Индии на уровне государств. И было великое счастье, когда мы из 70 проектов победили в конкурсе и получили господдержку Министерства культуры России. Лично подписался министр культуры и оценили наш сценарий. Для утверждения окончательного актерского состава представители чечен-фильма вылетели в Индию. Это мои братья из Индии. Привет, Чеченская Республика. Часть съемок также пройдет в Москве и на Северном Кавказе. Увидев в видеороликах Чеченской Республики, известные индийские режиссеры отмечают большой потенциал региона. Что мы часто снимаем в Швейцарии, в Лондоне, но, говорит, это что-то совершенно другое. И, говорит, это то, что приносит новое видение, новый взгляд. И, говорит, такое свежее. Новый горизонт. На производство фильма уйдет чуть больше года. Продюсеры ленты об интернациональной дружбе уверены, кино найдет своего зрителя преимущественно в Индии, России и странах Ближнего Востока. Мария Керимова, Магомед Шатаев, Новости 7. Еще 7 пар связали себя узами брака и решили посвятить главный день своей жизни избранию Рамзана Кадырова на пост главы Чечни. Большое свадебное торжество прошло в одном из национальных ресторанов Грозного. Счастья молодоженам пожелала и Хадижа Гугуева. Такие поздравления сегодня звучат десятками и сотнями. А все дело в том, что 7 пар молодых людей из различных районов нашего региона создали свою ячейку в Институте семьи Чеченской Республики. Все они решили связать эту памятную для себя дату с избранием Рамзана Кадырова на пост главы Чечни. تان يقع ديش يقبل العلم ناخبو زوديال واش بول شان يقع جين يرشكره اشتغيل وال شويك خارجين دي خرج ديش اشت جوش بولش خابلش وشا وشخت واخا اشتواتين دوق توي دوهر دوق ساعه دوهر دوق беркат دوهر. Брат Пятимат Дутаевой Абдулла является выпускником Центароевской школы хафизов. Проведение его свадьбы на столь высоком уровне и в столь необычной обстановке переполняет женщину чувством радости и восхищения. هربيرش ديش عدولة هرش ديش دولير هرش دعتي سات بيتنا قدع إبيش عامو يمسهم دا الحنر ويل دا الغور ويل دا الناق وستيل ويل وقور حاوي فتشعين سنديل ريس خلقالة أرسون هردك قدم وحاقول دنا اشتر قدم دقاز إيليتي دقاز تويدر دال ساق دوت سوميال لينك سوميال تحكيك وزنديل وقنديل دال إعي بيركة يوالو. Атмосферу праздника здесь дополняют и ребята из детской студии «Ихсан». Религиозные песнопения в их исполнении не могут оставить равнодушными никого в зале. В свою очередь, родственники и друзья молодоженов выражают благодарность организаторам этого торжества и лично главе республики. Ведь сами они из-за финансового состояния не имели на то возможности. поколение, автобус, дал могла, хунах, има беркат хигду война. Тяло дал беркат юль, дал рейс хилах Рамзанна, ерук, даш, молодежь, автобус, иштада, что он чё хас хиетакир, дал автобус.
Ни для кого не секрет, что Рамзан Кадыров уделяет особое внимание чеченской молодежи, в том числе и ее семейному благополучию. Только за последние несколько месяцев при финансовой поддержке главы республики и регионального общественного фонда во главе с Аймани Кадыровой создано несколько десятков семей. Каджират Гугуева, Магомед Мударов и Луиза Юнусова. Новости 7. На этом все. Смотрите нас в следующее воскресенье. Мы расскажем вам о самых важных и интересных событиях. Спасибо, что были с нами. Адик Елши.